Работников Чуюндинского месторождения начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни. МЧС развернет на территории мобильный госпиталь. Вскрытие реки Уленска, прогнозы и информация об уровнях воды и движению ледохода. Без ворот и ледовой арены, как хоккеисты из Мирного приноровились к тренировкам в домашних условиях. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Работников Чуюндинского месторождения начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни. О такой договоренности с «Газпромом» сообщил глава республики Айсен Николаев. На месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где размещено 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 ранее вывезли на лечение в Ноябрьск. Глава Якутии также добавил, что по поручению заместителя председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой 30 апреля МЧС начнет разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь. Ситуация на месторождении напряженная, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не могут выехать. Разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено. По словам Айсена Николаева, на месторождение вылетают руководители подрядных организаций, которые на месте будут решать вопросы с людьми по условиям их пребывания и дальнейшего отъезда. 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга. Из них 6 в Якутске, 1 случай в Хангаласском районе, который подтвердился у одного из работников районной больницы. Глава региона уточнил, что в столице все новые случаи выявлены у лиц, контактировавших с ранее заболевшими. Эпидситуация у нас остается стабильно напряженной. За сутки у нас 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 – это город Якутск и 1 случай в Хангаласском улусе. В Хангаласском улусе коронавирусная инфекция, она сегодня подтверждается, к сожалению, у одного медработника Хангаласской районной больницы. В рамках тех анализов, которые были проведены в эти выходные. По городу Якутску все 6 новых случаев – это ранее выявленные контакты, ранее заболевших. В целом по республике у нас сегодня 3 крайне тяжелых больных, за жизнь которых наши медики ведут ежеминутную борьбу. С сегодняшнего дня в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тексе, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Соблюдение введения масочного режима будет осуществляться контролем через те же органы внутренних дел постановлением правительства Российской Федерации. Вначале вежливо попросят всегда находиться в маске сотрудники милиции, а затем уже начнут и привлекать к ответственности за неисполнение правил, установленных во время повышенной готовности и карантина. Вопрос безопасности работы медиков рассматривается с 2 сторон. Глава региона Айсен Николаев и главный санитарный врач страны говорят о том, что надо прежде всего следить за чистотой медицинских организаций. Мы соответствующие, проводим и семинары, проводим обучение, но тем не менее та ситуация, которая у нас возникала таких небольшие инциденты, связанные с больницами, они у нас возникали, но они снимались, и сейчас непосредственно у нас вновь под определенным подозрением офтальмологическая больница, и поэтому происходит ее переход из одного отделения в другое. Из республиканской больницы выписался еще 1 пациент, переболевший коронавирусом. У жительницы Горного Улуса контрольные анализы показали отрицательные результаты. На 16-й день ее выписали, рассказывает Нергуяна Егорова. Сегодня долгожданный день у Матрёны Семеновны. 2 последних анализа показали отрицательный результат, и она выписалась из инфекционного отделения. Правда, супруг задержится в больнице на некоторое время. Анализы еще не готовы.
Матрена Яковлева 4 апреля приехала из Санкт-Петербурга после плановой операции на ноге. Ее сопровождал супруг. По прилету выехали к себе домой в Горный Улус и придерживались режима самоизоляции. Болезнь протекала бессимптомно. Анализы у пары показали предварительно положительный анализ на COVID-19. Их сразу же перевезли в инфекционное отделение в город Якутск. Сегодня в больнице с подтвержденным диагнозом находится 39 человек. Соблюдаем все правила и требования Санпин по работе с особо опасными инфекциями, так как это заболевание, новая коронавирусная инфекция COVID-19 занесена в список особо опасных инфекций. В инфекционном отделении развернуто 100 коек для лечения ковид и контактных лиц. Сегодня ожидается поступление еще 20 человек. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса. Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, а Россия обязательно победит эту эпидемию, сказал он. В России сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусом. Для этого благодаря федеральной поддержке в регионах оперативно организовываются обсерваторы, направляются средства на закуп медтехники и средств защиты для медиков. Каждый выздоровевший – шаг к общей победе. Тяжелых больных нету, средней степени тяжести в основном. И к концу этой недели пойдет выписка около 7 человек будет. Если анализы у них будут отрицательные, мы ждем 2 отрицательных анализа на ПЦР. И 2 отрицательных анализа, и сразу мы их выписываем. В одну смену работают у нас 5 врачей на дневное, а в ночное время 3. Сегодня будет 3 врачей. Дальнейшее действие переболевших – это соблюдение 2-недельной изоляции и контроль теста на ковид. Сегодня в Якутии 25 пациентов полностью излечились от коронавируса. Нургена Егорова, Илья Сыромятников, Якутск. Жители республики, контактировавшие с пациентами с коронавирусной инфекцией, помечаются на онлайн-карте распространения COVID-19 желтым цветом. На портале также можно ознакомиться с количеством больных коронавирусной инфекцией, они помечены красным. Те, кто находится на самоизоляции после возвращения в республику, помечаются синим цветом. Сегодня отмечается день рождения скорой медицинской помощи России. Хотя это пока не официальный праздник, но активность медработников и пользователей соцсетей направлена на то, чтобы он стал таковым. О работе скорой помощи в условиях пандемии в материале Сергея Михедова. В 4-й бригаде скорой помощи города Якутска работают 3 человека, 2 фельдшера и водитель. Рабочая смена начинается с 8 утра и длится до самого вечера. В день одна бригада совершает более 10 выездов. Фельдшер Александр Савинов приехал в столицу из Усть-Алданского района. Говорит, в связи с COVID-19 выдали защитные комбинезоны и респираторы, но скорость прибытия осталась прежней. Самое быстрое, можно считать, 3-4 минуты. 3-4 минуты вы уже на месте, если экстренный вызов? Да, если экстренный. В целом же нововведения в работе скорой помощи есть. В первую очередь изменился порядок приема вызова. Теперь собирают так называемый эпидемиологический анамнез. Проще говоря, оператор уточняет, ездил ли человек за пределы страны. Если да, то по приезду была ли у него повышена температура. Эти вопросы задают всем без исключения пациентам. Также на помощь с подозрением на коронавирус выезжает отдельный борт. Сейчас сформирована специализированная бригада инфекционная. Полностью живет удаленно от семьи, удаленно от нашей станции, в отдельном здании. Что касается общего количества вызовов, то их число глобально не увеличилось. В среднем, как и раньше, по 400-500 выездов в сутки. Немного изменилось само обслуживание. Переодевание в средства индивидуальной защиты, а также дезинфекция занимает некоторое время. Из-за этого и вызов может длиться дольше. Вызов не связанный ни с температурой, ни с кашлем, ни с чем. Мы туда приезжаем и обнаруживаем пневмонию. Такое тоже есть. Профильные вызова от нас никуда не делись. Травмы, инфаркты, инсульты. То, что не касается пандемии, эти люди как были, так они и есть. Между тем, медикам, которые борются с коронавирусом, уже начали выдавать стимулирующие выплаты. Получат их и врачи экстренной медицинской помощи.
Скорая помощь у нас является передовым звеном, которое первое приезжает на заболевания, в том числе по коронавирусной инфекции. И те работники, которые непосредственно оказывают помощь, они будут у нас получать вот эти 3 выплаты, то есть региональные и 2 федеральных. Ко дню рождения скорой помощи сотрудники столичного подразделения подходят в достаточно привычном режиме. Нам остается пожелать врачам как можно меньше вызовов, особенно связанным с COVID-19. По республике у нас работает 1041 человек. И всем хочу пожелать самое главное здоровья, терпения, всем врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой помощи. Счастья, благополучия. Сергей Михедов, Илья Сыромятников и Джулустан Иннокентьев. Якутск. По предложению главы Якутии Владимир Путин поручил пересмотреть методику распределения средств на тушение лесных пожаров. Выступая на совещании о ситуации с паводками и пожарами, проведенном Путиным в режиме видеоконференции АСН, Николаев обратил внимание на диспропорцию финансирования многолесных и особо горимых регионов на тушение лесных пожаров. У меня вопрос, Владимир Владимирович, по пожарам. Я здесь хотел бы сказать, что вот все-таки эта диспропорция, которая сегодня существует в финансировании многолесных и особо горимых субъектов Российской Федерации, надо как-то преодолевать. В среднем по России получается, что на 1 гектар выделяется из федерального бюджета 199 рублей по лесам. По Красноярску 8 рублей гектар, как вот Александр Ильич сказал. У нас 6 рублей 90 копеек. Конечно, после этого мы с Александром Ильичем при нашей огромной территории и при тех ресурсах, которые у нас имеются, как бы наши пожарники совместно с МЧС мужественно не действовали, все-таки пожаров у нас много. А вот увеличение финансирования позволило бы нам оперативно на них реагировать. В прошлом году даже то, что благодаря вашему решению позапрошлого года на финансирование чуть увеличили, позволили нам, при том, что количество пожаров из-за сухих гроз увеличилось в 3 раза, мы площадь, пройденную пожаром, всего лишь на 20% увеличилась. Потому что мы смогли уже большинство пожаров уже тушить в первые сутки. Второй вопрос, он связан вот с первым. У нас, Владимир Владимирович, был организован филиал авиалесоохраны федерального бюджетного учреждения. Когда он создавался, предписывалось, что будет 200 человек нормативной численности. В силу разных причин, к сожалению, пока только 65 специалистов. Мы бы хотели, чтобы довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось. Нижняя кромка ледохода на Лене наблюдается в пределах Ленского района ниже поселка Пеледуй. Ниже по течению в Алекминском районе продолжается подъем уровней воды с интенсивностью от 20 до 70 сантиметров за сутки. Вода на льду из окраины. Вскрытие реки Уленска ожидается с 30 апреля по 2 мая. Для ликвидации возможных ледовых заторов в городе запасено 4 тонны взрывчатки. В состав оперативной группы входит 15 человек, в том числе команда специалистов-взрывников. На дежурстве в городе Ленск находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Для проведения гидрологического мониторинга на реках Лена в зоне ответственности оперативной группы привлечено 10 гидрологических постов. На 10 суток раньше нормы начался ледоход на реке Тяня Алекминского района. Уровни воды при вскрытии ниже нормы. На реках Алдан и Амга продолжается суточный подъем уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров. На реке Вилюй от 10 до 50 сантиметров. Без ворот и ледовой арены хоккеисты команды Мирного «Северные лисы» приноровились к тренировкам в домашних условиях. Полностью прочувствовать, что эта тренировка по хоккею, конечно, не удается, признаются воспитанники, да и ощущения не те, но все-таки терять физическую нагрузку не собираются. Дистанционно, понятно, мы не можем заменить то, что у нас есть в повседневной жизни. Те тренировки, которые мы проводим на льду, вне льда, дома, все это сделать сложнее с учетом того, что не у всех позволяет помещение сделать какие-то упражнения с клюшкой в домашних условиях. Мы вот сейчас выходим из этой ситуации. Мы записываем видео с уроками, техникой владения клюшкой, общефизическая подготовка. Отправляем детям, дети выполняют задания,
и отправляют нам видеоотчет о проделанной работе. В данный момент, конечно, все происходит дистанционно. И школа. Сначала с утра мы садимся, делаем уроки. Если у Данила идет онлайн обучение, то у Саши нам домашнее задание всегда отправляют. Вот. А после этого, насколько остается времени, мы делаем тренировки, потому что остаться без тренировок это будет очень плохо в нашей ситуации. Вот. А тренер, да, конечно, нас не бросает. Данилин тренер сбрасывает каждый день задания онлайн по видео. У них есть своя группа в WhatsApp. Они скидывают туда фото, видео, отчеты, как они справляются. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.